Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. После начала специальной военной операции в Москве при постоянном представительстве Республики Саха был открыт единый координационный центр. О работе центра и о главных событиях прошедшего 23 года сегодня мы поговорим с гостем в студии Андреем Федотовым, постоянным представителем Республики Саха при президенте Российской Федерации, руководителем Единого координационного центра Республики. Андрей Сандоминович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, вот вы как постоянный представитель Якутии при президенте участвуете в решении задач нашего региона на всех уровнях. Какие были подведены итоги года в каждой из сфер жизни? Ну, если говорить про итоги 2023 года, то для нас, для Поспредства, это год запомнится переломом, большими волнениями, переломом на фронтах специальной военной операции. Потому что осенью 2022 года, сразу после объявления мобилизации, наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев принял решение о создании на базе постоянного представительства Единого координационного центра по оказанию содействия нашим воинам, мобилизованным для участия в специальной военной операции и для поддержки и участия в восстановлении новых регионов Донбасса и Новороссии, которые вошли в состав России. И, конечно, постоянное представительство занимается этими вопросами, можно сказать, круглые сутки. Это основная наша сегодняшняя задача. Но, конечно, с нас никто не снимает задач по продвижению проектов, с которыми связано социально-экономическое развитие нашей республики. Если говорить коротко, то я считаю, что самым главным итогом 2023 года стал тот комплекс целый поручений президента по важнейшим вопросам развития нашей республики. Это решение, связанное с мастер-планами и развитием агломерации Нерюнгри и Якутска. Это поручение, связанное с началом строительства и определением календарных сроков завершения строительства Ленского моста. Это ряд поручений, связанных с развитием инфраструктуры дорожной, авиационной. Вообще надо сказать, что 2023 год принес много хороших новостей, и сегодня это является базой для твердой уверенности в позитивном развитии нашей республики, фактически по всем направлениям развития. Мы же сегодня являемся лидерами по строительству для того, чтобы люди, сегодня живущие в аварийных и ветхих домах, переехали. Мы строим больше всех в стране. Мы сегодня развиваем промышленность. Причем это в условиях просто невероятных санкций экономических, которые должны были, наоборот, остановить развитие страны, ну и, соответственно, нашей республики. Но этого не произошло. Более того, промышленность наша растет такими темпами, якутская я имею в виду, что позволило нам сегодня быть в числе лидеров в стране в целом. Мы продолжаем активно развивать новые отрасли экономики. Это и креативная экономика, это цифровизация всех сфер жизнедеятельности. Мы здесь являемся лидерами на Дальнем Востоке. Мы строим сегодня в историческом плане самое большое по протяженности количество дорог, количество мостов. И я думаю, что те перспективы, которые у нас открыты по развитию воздушного транспорта, ну вот завершилась многолетняя стройка, строительство взлетно-посадочной полосы, реконструкция взлетно-посадочной полосы и в Якутске, и в Нерюнгри. Мы сегодня ждем, что в этом году завершится также подобные работы в Мирнинском районе, в Полярном. Мы видим сегодня, что развивается авиационное сообщение в Арктике. Сегодня фактически снят вопрос
о дороговизне билетов для проживающих жителей в наших арктических районах и улусах. Вот. Поэтому много происходит чего, что, в общем, дает нам абсолютную уверенность в том, что те планы, над которыми трудилось правительство во главе с нашим Илдарханом, все эти 5 лет, они сегодня, в общем, переведены в практическую плоскость. Это, наверное, главный итог социально-экономического развития, если говорить так коротко, не вдаваясь в подробности. Ну и, конечно, если говорить о военном аспекте, то мы явились свидетелями того, что нашу страну на поле боя не победить, и наше социально-экономическое развитие нашей страны остановить невозможно, никакой изоляции с Россией невозможно добиться. Но и кроме того, я хочу отметить, что в 2023 году мы увидели, что мы сильны, вместе мы способны на мобилизацию, на единение. И это очень чувствуется в тылу, это чувствуют наши солдаты на фронте. Они всегда об этом говорят, мы просто чувствуем дыхание, что страна, как и в былые годы испытаний, объединилась, встала плечом к плечу, поэтому нас сломить невозможно, и это дает очень много энергии всем нам. Победа обязательно будет за нами, и, наверное, очень символично, что наш сегодняшний разговор проходит именно 23 февраля, в День защитника Отечества, который стал на самом деле общенародным праздником, потому что все, кто сегодня любит свою страну, все, кто сегодня делает все и даже более того, на своем месте, все являются защитниками Отечества. Это наш общенародный праздник. Но, конечно, в авангарде этой борьбы наши воины, которые с оружием в руках сегодня обеспечивают нашу независимость, справедливость во всем мире и свободу не только для народов нашей страны, но и народов всей планеты. Вот если говорить о народах всей планеты, Постпредство же поддерживает еще и якутян, которые проживают за пределами. Вот как здесь работа обстоит? За пределами республики, Да. да, во всех регионах. Вы знаете, вот специальная военная операция, она как бы обострила эти чувства. Мы просто видим, что люди, проживающие в других регионах нашей страны, тоже очень стремятся к тому, чтобы сделать свой вклад в общее дело, в нашу общую победу. Это видно на простых примерах. Мы активно поддерживаем отношения со всеми госпиталями, в которых проходят лечение наши бойцы. Особенно мы плотно работаем с Ростовским госпиталем, куда прибывают все раненые, и оттуда уже происходит распределение по госпиталям страны. И вот тогда, когда кто-то появляется в любом регионе страны, в Поволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, наше обращение к землякам этого региона находит отклик почти сразу. Ни один наш боец раненый, проходящий лечение, реабилитацию, не остается без внимания наших гражданских активистов, за что им огромное спасибо. И это просто показывает о том, что якутяне, проживая в любой точке страны, да, наверное, и мира, они остаются якутянами. Они очень переживают за свою родину, они живут этой родиной. Ну и, конечно, итогом прошлого года, я думаю, что можно, не так много об этом говорят, но сегодня республика активно и системно занимается вопросами реабилитации наших ребят, прошедших войну. И вот в прошлом году заработало реабилитационное отделение у нас в санатории Бесчегда. Сегодня санаторий – это не просто санаторий, это медицинский центр. У нас много медицинских услуг, расширенная лицензия получена, и более 80 бойцов уже прошло реабилитацию у нас, почти 200 человек, членов их семей, отдохнуло по специальной
программе, которая утверждена и принята правительством нашей республики по поручению Арсения Сергеевича. Ну и думаю, что эта реабилитационная программа будет расширяться, она необходима. Но вообще, мне кажется, что нам здесь сейчас надо всем понимать, что после победы ребята будут возвращаться, и это будет новое поколение героев. Вы знаете, вот мое поколение выросло на примере фронтовиков Великой Отечественной. И сегодня вернутся ребята, и будут тысячи, которые вернутся домой к нам в республику, и это будет новое поколение фронтовиков, и мы должны их ждать, встречать, помогать им. И я абсолютно уверен, что они сыграют очень позитивную роль в развитии наших общественных отношений, в укреплении наших традиционных ценностей, в укреплении нашего нормального патриотизма, нормального желания трудиться во имя общества, во имя государства, во имя своей Родины. Потому что, пройдя такие испытания там, очень четко все вырисовывается, ради чего живем и ради чего они рискуют здоровьем, ради чего гибнут ребята. Вы знаете, вот запомнился мне один очень разговор с ребятами, и мы вспоминали тех, кто погиб из их однополчан. И одна фраза резанула и осталась в памяти навсегда. Лишь бы не напрасно их было, мы готовы к тому, и мы понимаем, зачем. Лишь бы это было не напрасно. Вот это самое главное, что вынашивает каждый фронтовик. И он вернется сюда, и он посмотрит вокруг. И общество должно соответствовать его требованиям. Требованиям к справедливости, требованиям к отношению к труду, друг к другу, к старшим, к традициям. Это будут категоричные требования. И это правильно. И это должно встряхнуть, это уже встряхнуло наше общество. Вы знаете, вот за последние 2 года, насколько мы объединились и насколько мы очистились от разной шелухи ненужной, общество стало сильнее, общество поверило в себя, и мы знаем, что мы на многое способны, и мы способны жить так, как мы считаем нужным. Понимаете? Не навязанные всякие стандарты, которые совершенно не соответствуют нашему мировоззрению, нашим традициям предков, а именно те, на которых выросли наши родители, и которые, естественно, гармоничны для нас. И это важно. Андрей Сандаминович, хочется еще вас спросить о том, что вы скоро поедете в Верхоянский Улус, там будет проводиться отчет правительства, вы возглавляете группу. Скажите, на что обращаете внимание чаще всего, какие жители поднимают вопросы? Ну, я уже 3-й раз еду во главе группы с отчетом. И вы знаете, когда мы 1-й раз поехали, мы договорились, что основное ядро вот этой группы должно сохраняться из года в год. Потому что, когда встречаемся с людьми, с верхоянцами, конечно, мы планируем, мы обещаем как-то что-то делать и так далее. И за свои слова надо отвечать. И вот такой подход, в общем, позволил нам из года в год как-то более конкретизировать наши планы. Это не всегда меняющиеся там команды, поэтому мы понимаем хорошо, вот, какие болезни есть, на что обратить внимание. Ну, очень неплохо работает сегодня система кураторства, которая в правительстве у нас есть. Вот, Джилустан Иванович Хон, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов, у нас является куратором Верхоянского района. Вот, и мы в течение года, вот с прошлого отчета, 2 проводили контрольные совещания по ВКС, как у нас идет работа. Есть что сказать, есть продвижение, конечно. Но сегодня вот мы должны в понедельник вылетать. Но когда я прилетел вчера, то вот такая новость не очень хорошая, что авария в районном центре, в Батагае, в моем родном. Я там вырос, школу закончил, начинал работать, я все хорошо понимаю. Авария сложная. Вот, поэтому вчера весь день мы занимались тем, чтобы организовать аварийные работы. Сегодня уже самолет, видимо, прилетел, который сформирован был вчера министерством нашим ЖКХ. Вылетел замминистра ЖКХ,
Киров туда во главе бригады, значит, главный инженер ГУП ЖКХ, бригада сварщиков, других специалистов, ну, необходимые запчасти и так далее, сегодня уже доставлены в Батагай. Но вчера сутки продержались. В основном, значит, последствия тяжелых не допущены, но есть еще над чем поработать. Вот, надо еще довести, значит, до тепла нормального 2 жилых дома, пострадало 4 многоквартирных дома в Батагае. Значит, школу отогрели, детский сад отогрели, значит, домом культуры занимаемся, все будет нормально. Там сложности есть, музыкальную школу отогрели, сейчас сложности есть со спортзалом, вот, и сложности есть, к сожалению, с храмом. Вот, идет такая круглосуточная работа, штаб трудится. Вот, глава республики в курсе, конечно, ему сразу доложили об этой ситуации. Ну, начнем вот разговор в таких условиях. Я думаю, что это даже, наверное, где-то, ну, как сказать, неожидаемо, но ситуация в ЖКХ в районе очень непростая. Это самый большой арктический район, значит, больше 10 тысяч жителей, очень много населенных пунктов. И, конечно, из года в год ставится вопрос о обеспечении теплом, энергией. Вот, много сделано, и есть о чем сказать, конечно. Вот, мы сегодня едем с конкретным планом, который будет реализовывать Ремстройпроект. Это дочернее предприятие ГУП ЖКХ, которое отвечает за улучшение ситуации в ЖКХ конкретно Верхоянского района. Они готовятся, серьезные планы проработаны в этом году. Вы знаете, это тоже итог, наверное, работы вот, нашего правительства в том, что реакция на подобного рода ЧС, мы все-таки живем в очень сложных климатических условиях, на огромной территории. Но реакция на подобного рода ситуации меня порадовала. Прямо, знаете, я вчера утром только прилетел и включил телефон, и посыпались сообщения. Вот, мы вчера немножко занимались этим вопросом, и я увидел, насколько четко, быстро, слаженно отрабатывает комиссия специальная под руководством Дмитрия Дмитриевича Садовникова, и как быстро реакция идет, и мобилизация в самом районе, и здесь. Работы много. Я хочу всех поздравить, пользуясь случаем, с Днем Защитника Отечества, поблагодарить наших бойцов и всех тех, кто им помогает, за самоотверженность, за четкую позицию. Вот. И в таком единстве, с такой силой нам никто не страшен. Победа обязательно будет за нами. Я надеюсь, что достаточно скоро. Ну и сила, конечно, в единстве. Андрей Сандоминович, время с вами летит просто незаметно. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, поговорили. И вас позволите также поздравить с праздником. Спасибо. Да, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.